Будем депортировать, очищать Германию от всех как бы недостойных людей. Это Ноа Кригер, или Ной Воитель в переводе на русский. Он член самой популярной сегодня партии ФРГ, крайне правой альтернативы для Германии. Наша партия, она пророссийская, и что мне очень даже приятно, что она пророссийская, потому что это мне еще ближе, как бы, да, то есть я человек из России, и мне как бы двойная выгода. Его настоящее имя Мурат Салманович Дадаев, родом он из Грозного. В Европу Мурат переехал благодаря своему старшему брату Сулейману, который стал фигурантом дела об убийстве Умара Исраилова, бывшего телохранителя Рамзана Кадырова. Исраилов бежал в Европу в 2004-м и свидетельствовал, что Кадыров лично участвует в пытках и внесудебных казнях чеченцев. В операции по устранению Исраилова Дадаеву-старшему поручили вести наружное наблюдение. В 2011 году австрийский суд приговорил его к 19 годам тюрьмы. Но, как обнаружили важные истории, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, Дадаев-старший прилетел в Москву прямым рейсом из Вены. Его младший брат Мурат обосновался в немецком Ганновере и в 2020 году открыл там компанию под своими инициалами – ДМС. Через нее он арендует особняк 19 века площадью 850 квадратных метров, недалеко от центра города. Сейчас, под именем Ноа Кригер, он проводит там собрание руководства городской ячейки «Альтернативы для Германии» во главе с Йорном Кёнигом, зампредом фракции в Бундестаге. Частый гость на вилле – чеченец из Гамбурга Саид Магомед Ибрагимов. В 2010-х он регулярно сопровождал в поездках по Европе ближайших соратников Кадырова, ныне премьера Чечни Магомеда Даудова и его зама Абузаида Висмурадова. Вместе с официальным представителем Кадырова в Германии Тимуром Дугазаевым Ибрагимов основал культурный центр «Терек», и, по данным немецких журналистов, реальная цель этой организации – надзирать за чеченской диаспорой. Сейчас Дугазаев покинул Германию, и, как уверены правозащитники, теперь член АДГ Кригер Дадаев включился в перестройку прокадыровских сил в Европе. Сам он говорит, что просто открыт к общению за чашкой чая с земляками любых взглядов, а с близкими к Кадырову людьми общается в деловом ключе, в основном в охранной сфере.